Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Лучший из людей. В честь дня рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, в республике прошли религиозные мероприятия. Место для просвещения. В Ахмад-Юрте открыли исламский комплекс Хаджин-Беш. На церемонии присутствовал глава республики. Шали приобретает новый облик. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание по теме развития города. Первый этап город, облик есть. Число заболевших COVID-19 снова растет. В стране наблюдается 4-я волна пандемии. Как борются с инфекцией в Чеченской республике? У нас картина достаточно такая стабильная, но эта картина, которая в целом в России происходит, это для нас очень серьезный сигнал. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал имам Магомед Саралиев. Ибн Аббас обах деядрейс хилсон ялчан девишик антуиз ма халак Аллаху нафсан вама зараа вама бараа акрама алейхи мин Мухаммад. Тудейл возлор Аллах дал куллин мадат охдунян чагуш дехкин мадат ту Мухаммад ал силах долш ту Мухаммад ал дезох долш долди диаг الله دال قوش ديك المدات صنبا أردنيان شوح ابن عباس هو إنور ده شو مالخه تول دزوه دول ديغن حكيت ما بات يقيتر بولش ما بات أقول سيلح والقد مويز وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير محمد شين خز مدات صنبا ابن عباس هو الله دال تحن ديغه دويبوش تحن أدمي ديغه الله دال دويبي إن ما باش يقرآن شوح تو محمد أخبيه لعمرك حداخر دوي مبوشا الله تو محمد بايمري صلى الله عليه وسلم الله دال دوي بين بايمرو صلى الله عليه وسلم تو كيبر الله дал дуквез силах вал Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В центральной мечети города Шали прошло масштабное празднование дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В этом году оно отмечалось 18 октября. На праздник приехал Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Вместе с мюридами они совершили зикр и прочитали мавлид, восхваляя лучшего из людей. Святыню посетили гости из разных районов республики, а также из других субъектов. День, в котором Всевышний одарил своей милостью весь мир, день, в котором родился лучший из людей, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. В этом году 12 число месяца Рабиуль-Авваль выпало на 18 октября. Верующие со всех районов республики и даже из других регионов традиционно собираются в Шалинской центральной мечети еще с раннего утра. На празднование дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с соратниками приехал Рамзан Хаджи Кадыров. Верующие совершают зикры перед святыней, которая и носит имя посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Небо озарило яркими фейерверками, которые продолжались около 5 минут. Собравшиеся переместились в святыню, где совершили коллективный утренний намаз под руководством председателя Совета алимов республик Северо-Кавказского федерального округа Хож Ахмеда Кадырова. Хож Ахмед Кадыров напомнил, через какие трудности пришлось пройти алимам, чтобы сохранить и передать нам религию. يخلوا لين بوله مصو عالم استك قد زامن السويت عيلت يدور زامن شحيل بول عالم ناخذ حلقت صع نبخت يا شقوال الزوات حتى سديوش ديت شرح علم بحندر شو وانا شو طيب شرح كيف تخد شو يا ورشر طوم بول بلش كيف تخد ديرتها ورشة دالش سورك سيد موجود عقول شو هذا تخون إيش تخلونش لينا دخن شيها ويقومن دال دينش ديكن القرآن الدزل ويسعيس ربحندلش ويدال عالش دينا دين اختسات الخوش. Укрепление религии, соблюдение прекрасной сунны пророка – это то, к чему призывал Ахмад Хаджи Кадыров, говорит глава республики. Возрождение чеченского народа первый президент видел именно через этот путь.
أسخت نيرتون أحتار دوش تو جاين سدوش أعدان هورم دق مويل هايلدان ونتسخ ديش دان كيجيش خاتسخان خاشين دان دلع دان شاد دقوالر دان دنيا دان دزيدو قنو تحن تنخ دقوالر شو تنخ دقوالر شو تنخ دقوالر شو بوش دان بعد شك بقرب ناخ برتن دان شادان هر نيق دان إيش هيتشين هر إيش تسخلش دانه هر نيس سخيتشين ألجي دنيا جا أوجي بقيج عيلم تنا دان بس سر دان إز دانه تو بوق نيس دو Красивую историю большой любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сподвижника Абу Бакра, да будет доволен им Всевышний, рассказал Адам Шахидов. إلشن حقل دعيلر شي حقل لا تأخذ دعيلر باخ تحقورت بنا باس أبو بكر صديق والله سويك أويل لوش تخي لوش هم دات إز وبوخ بق إز أطول شين يدق يزرنا شا شوريخ تحقورت بين بوت شيحة فيغمر وزر تن حقل دعيالر بحندولش يشور تسمي لق حقل دعيالر أبو بكر صديق دايدر يسخيلتون رمضان ناش حي نيت ما قوتشو يتسقوشك دات يتسدلنا حي قوم كيرا بوزي أح حقل دعيا قياح قان دون دولش قيمتينا محشرح يلس منشور حدالين دوش دولش كوسر شودن تاتولشور وديل إلشنو شسيلح دوش دولش كوغر خمل دويل حونا حدين أحمد حجينا شمل دي الشرنا حون مل دي الشرنا. Муфтий Салах Хаджимижиев рассказал, какой любовью одарил дедушка пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абдуль-Мутталиб, своего осиротевшего внука. От этой истории собравшиеся не смогли сдержать слезы. نان أولي عويلخش عش إلشي وش عليه الصلاة والسلام سمعت يا إلير بور آمنة تيل رئيس خيل سنة هيسا كانت إلير سو مصو دين دولش دولم دادي دولش دهون مصو كرلهم تشلوش دهون حاشية قولو دنيا شوالن شا يقية يهون عالما ديك ديك دي تشا ألا إشتيالها يولش آمنة دعي خر آمنة دعيولين شولت يا أمو أيمن بوش الله سو كجلسنا يلش عليه الصلاة والسلام سو كش أولي عدو قلات لكن حواتتكش حولا يلسو حوز أي شيء شينين كرر ولو شينين كش تقيتير بار أمي هاي سنان بو شينين كش تقيتير إذا يلش عليه الصلاة والسلام بوول شيوخ مكي شوير زير داين عيني دوش ويسج سيقل عمل دول ملايكي اسكش ديل خير سودينا يا الله داوش مور حسيد الإلش هنز نانا يوش ويستخيرا دال إلي رايشي ملايكش شاوشون إشي إلش قيور والشوك يلروير والشوك يعالشوير والشوك إلير عبد المطلب وباشو قاتشاز ليلويرز سو ميلش أو خز ليل وران إلشي سو ميل دشت ألو مخزقيتش سنة وقوي وش تاندينا كعبة أولي عش عبد المطلب والشا أنتي خلتون دقك أنتي خلتون إذا حلا والأولي واحد شيء شيدين تون ديدا كل شيدين أولي إذا أي حاس حلا والواحد تديس دل سامو كاتو عن حوز بشيء الأول الشوهر بور عبد المطلبس شيء نولي واحد كرت يربط يقول كجوا حقيرته خاكنت ميلدش تولم خسقي شوخشة. После собравшиеся прочитали Маулид, восхваляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Празднование дня рождения пророка проходит во всей республике. В каждом районе читают зикры и мавлид. Мухаммад Джамал Лейла, Магомед Бачаев, Аслан Мискаев. Неделя.
В селе Ахмат-Юрт состоялось открытие исламского центра Хажин-Беш. Праздничную церемонию приурочили ко дню рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Объект возведен на месте, где жил прапрадед Рамзана Хаджи Кадырова, Ильяс Биноевский. В комплекс входит мечеть, медресе и территории для проведения религиозных мероприятий. На открытии религиозного центра побывал и наш корреспондент Абдуллах Батаев. День рождения лучшего из людей пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, пришел по-настоящему радостным и ярким, особенно празднично в селе Ахмат-Юрт. Знаменательную дату здесь отмечают открытием комплекса Хаджи-Беш. لا الغازوت قوبل دويل سنة وسنو قدولش تهنا ويش أورفلي الوش وين كيقول ديش وش رمزان حاجي ديركت دوهر خاتشل. Это место имеет большую историческую ценность. Здесь жил прапрадед главы Чеченской республики Ильяс Биноевский. Он был одним из верных мюридов великого авлия шейха Илас-Хани, да будет возвышена его святость, и впоследствии отправлен со своим духовным наставником в ссылку. قوت قيت عيد شو على ستوس يمس أدين شو على خيلن يرتوار سبعة قوت قيدان عيد شو دالش يغوش كتب ويدانه هيرت يلش دحر وقسم يغش شيرت أحيانا بول شاره يغدانه سار بين بول سير خيل دول جرجل ونيس خلش ديل دول جرجل وتسبيركت موخل تيدان على ديغش دانه سوتا وقوي دانه سوي دانه هو يرتلك دري سو وقوي دان شوخل دود دان السنجر دان إلياس عبد القادر عبد الحميد أحمد دان سوسيتي أحيانا دان خلري دان هند ألشي سار بيشبل نقبل نخلد ديل ده خلق بصم ليلوش دك دان إلياس دانه حق دعوة خول إلياس دان حجيز مخ ولا تغناتن أوليش عشور سدان حج مخ خولشه سو بوسل دين أيش ابن بيرك دان ومخكر آريا لق دان حاج مخ واقشنان صول يا تبع أربعة شو خان يالش حاجة دوزلش مخ بوش إلياس يتعين دا ألو شيء يبيرك يونيا يدين أيش البيرك نحتي شو حي نقدان أقدق Потомок шейха Илас-Хани, да будет возвышена его святость, Ибрагим Сайфуддин благодарит Рамзана Хаджи за верное следование учениям шейха. أقشي بوخ إرخلري تدري كورت أي بناء وش دزل لا ديش أستاذ دوزل شا غديش ولش فكان وما زال رمزا للعطاء تغنى شيكو يوتوشه أقد هيل دواد عديش خل دش دول شمن بالقلوخل دعوتين حووش وخ رمزان ومدرسة للوفاء أقتيش ما خلرنا حجر خل مسل خل دعوتين وخز وعنوانا للمحبة الصادقة والإخاء بخل بوش بوش ديل دع بوش بوش بيزبن بخل وجر اللي بخل دعوة نقطة رمزان. شكرا سيادة الرئيس على إحياء تاريخ الأجداد. بارك الحون رمزان حاج تهنا ويدي إستوري أحتخن دنيرن قزح. فالعودة إلى التاريخ تحيي ما مات. إستوري ويوخ درزيشي إستوري ويدنيشي دلخل دوش دولهم يغني دن دخوي. وتعيد ما فات. دادينك تل قلدي لجنيس دخوي إز. وتزيد في الثبات. أقوي نيقت إحاج أعدهون أسبالخو إستوري ويغير زيج. شكرا سيادة الرئيس على حسن استقبالكم لنا وضيافتكم لنا. بارك الحون ليرمي باتشا أستاذ دوزل تخو أوه صوت ليرم تحاشل ديش تخوت إلا سرنا. شكرا على نبل أخلاقكم. حصيل عدوش توج غلقشن برك الخيل حون. وتقديركم العالي. أحقلقر ما خادورن برك الخيل حون. واحترامكم الكبير. В архивных материалах Ильяс упомянут как правая рука шейха Илас-Хани. Много лет назад он переселился из Горного Биноя в нынешнее село Ахмат-Юрт. В те далекие годы и познакомился с великим Авлия, который был уважаемым гостем в его доме. Место, имеющее такую историю, несет в себе огромную благодать, отмечает муфти Чеченской Республики. إلسانيور ترحج ده القيلة أيلسون مخكخ ويخنش خيناح إلا سامو مخكخ وقشلا وات عيدلو تونقومة صباح شح شيء أستاذ سلوش جرجلون شيء أستاذ ويزرنا شيء ديوزولش كجي بالشح هتي شيء ديوزولش وزغل والش ديلختيش بيتشه
شون ديل وتخشى الأر والشيء أستاذ داقيته شيء أستاذ قاستر لالور داتشي قال سيد على ونبغتي شو Мюриды шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, совершают зикр. Участие принял и глава республики. Это место выбрано не случайно. Доподлинно известно, что шейх Иласхани, да будет возвышена его святость, навещал одного из своих самых приближенных мюридов Ильяса Биноевского именно здесь. И сегодня сотни последователей великого устаза объединились в одном едином зикре, который он проповедовал. В комплексе есть все необходимые условия для религиозного просвещения. Здесь и мечеть вместимостью 200 человек, и медресе с 2 классами, и места для проведения других религиозных и общественных мероприятий. Праздничный день завершился тысячами огней, озаривших небо над Ахматюртом. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В тот же день в доме главы Чеченской Республики в Ахмат-Юрте собрались известные богословы и мюриды в честь дня рождения посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, и открытия религиозного центра Хаджин-Беш. Они прочитали мавлид и сделали дуа, прося Всевышнего мира и благополучия чеченского народа и для всех мусульман. В Центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошел вечер нашидов. Школьники исполнили мусульманские песнопения, прочитали суры из Корана. Мероприятие посвящено благословенному месяцу Раббиуль-Ауаль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. На сцене вместе со сверстниками выступили внуки первого президента Чеченской Республики. На празднике побывала моя коллега Изабелла Хамурадова. Вечер нашидов – еще одна возможность выразить свою любовь к лучшему из людей. В этот вечер звучат известные нашиды на арабском и чеченском языках. Религиозные песнопения, посвященные величию священного Корана, жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и любви к исламу. Организаторы и учащиеся подошли со всей ответственностью. В мероприятии участвуют десятки детей. Ребята не только проходят школьную программу на отлично, но и уделяют время религии. Даже самые маленькие удивились знанием аятов и священного Корана. Я выступаю сегодня на сцене. У нас с девочками мы поем нашид вживую. Мне очень нравятся такие мероприятия, приуроченные к пророку Мухаммаду. Такие вечера особенно важны еще и потому, что здесь узнают важные детали и факты о религии. Они служат источником знаний, что в конечном итоге еще больше укрепляет веру. Рабиуль-Аваль – третий месяц по мусульманскому лунному календарю. В это время, по милости Аллаха, родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, который обратился ко всему человечеству с призывом к единобожию. Мусульмане любят своего пророка, говорят о нем ежедневно, ежечасно и стремятся быть на него похожим. Изабелла Хамурадова, Арбит Чакаев и Ислам Али Султанов. Неделя. Глава Чеченской Республики провел выездное совещание в городе Шали. Обсуждались вопросы социально-экономического развития города и всего района. О планах, стоящих перед муниципалитетом, Рамзану Хаджи Кадырову доложил руководитель Пенсионного фонда по Чеченской Республике Мухаммад Эми Ахмадов. Также говорили о переписи населения и эпидемиологической ситуации в регионе. К обоим вопросам глава республики призвал отнестись ответственно. Подробности в сюжете Изабеллы Хамурадовой. Совещание главы Чеченской Республики по вопросам развития Шалинского района начинается с презентации детального плана. Куратор сектора Мухаммад Эми Ахмадов подробно рассказывает Рамзану Хаджи Кадырову о проектах, которые реализуются в муниципалитете. Первый жилой комплекс Ахмат-Юрт, состояние Кирчаева, здание от
Шиномонтажной школе еще 720 месяцев проработал. Рядом у меня садик есть. И футбольная площадка у меня территория не слопа за язык. В Шали построены современные жилые комплексы, крупнейшая в Европе мечеть, объекты инфраструктуры, дороги, инженерные сети. Рамзан Хаджикадыров отметил положительные показатели в социально-экономической сфере. Город Дон, облик Дон, хитсна Дон, самый Дон. Төл мәждик Дон, Дон, комплексина, ой, Дон, Ершвардина, выездной шадик Дон, Ерш. Дадина, Кель Дадина. Первый дон, этап инакой он город облик есть он, из дона начало биятся дона, вы махар дона, республика, вы секторская, я более авторитетный дон, так более дон, виденный дон, развитие дон, разные направления, я школ нах дона, республика дона, дошто халза има деси налажит я خشبال نحوی دانه آوشت و دانه بالگل بخ با بود اشیر یعنی هوا بالگل بخ ما عندي میود هو دانه قباب بینه هم قدام سعی نکنه بیشتر رزویتی دانه دقیق قدرش دانه گورد رزویت مویی دانه نو استریتلیست مو خلیز دانه شیویدینش دانه سویس دانه وانه دانه несколько раз оушки это до деладан тахнин свои хока оуштур банда конкретное решение еще принимать и что. Какие объекты еще планируют реализовать, рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мухаммад Эми Ахмадов. Уважаемый Рамзан Ахматович, за последние годы при вашей постоянной поддержке Шалинский район, который является одним из крупнейших районов республики, достиг значительных показателей в социально-экономическом развитии, создании рабочих мест, привлечении инвестиций и строительстве социальных объектов. Благодаря вам, Рамзан Ахматович, вашему безустанному вниманию, город Шали кардинально преобразился и стал центром притяжения туристов со всех регионов России и всего мира. Ведь главной достопримечательностью является новая жемчужина современной исламской архитектуры мечеть имени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. За последние 6 месяцев этого года в Шалинском муниципальном районе заданные темпы возрастали, и за это время проделана широкомасштабная работа по всем направлениям деятельности. Основную финансовую поддержку на постоянной основе нашему району оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадыров. Благодаря поддержке фонда в Шалинском муниципальном районе реализованы и реализуются следующие проекты. На автодорогах района произведена укладка асфальтобетонного покрытия протяженностью 22,3 км. В населенных пунктах района проложены водопроводные сети протяженностью 24,6 км. По вашему поручению в целях улучшения водоснабжения жителей района с августа 2021 года ведутся работы по бурению артезианской скважины. Полностью завершены работы по бурению 7 скважин на территории района. На стадии завершения 4 скважины. В районе построен 9 домов для малоимущих семей, на стадии строительства 1 дом. Произведен капитальный ремонт мечети города Шали и Шалинского района. Наряду с положительным преобразованием района, ростом инвестиционной привлекательности, уровнем благосостояния в районе наблюдается прирост населения, что является положительным стимулирующим фактором. При этом возникает необходимость планирования создания в районе новых объектов инфраструктуры, строительства социальных объектов соответствующего уровня. Принятие решения по реализации плана по дальнейшему развитию района нуждается в вашей поддержке, который, несомненно, даст импульс для дальнейшего поступательного роста всех районных показателей и улучшения условий жизни жителей района. Актуален вопрос строительства новых учебных учреждений. Глава региона заявил, что в республике не должно оставаться школ в аварийном состоянии. Школа на 520 посадочных мест. По трехсменке по демографическому росту из юга дополнительно какие варианты слова شو выступать дойдон? Что там соседний дон, государственный дон, тигр вопрос, решать дон, ответственность, аллах сандук выступать дон. Хаусер дуй, هردي دوي وجدي دوي دون بوشتا ده دي شتو بوريش دي شتو اول نشكول حيبير اول نشكول شو ضغط لاي دون ريسكوات ديش دون دولار نادي سنه ضغط لاي حيبير سونات سلا شو لايت عني
что представляет правительство это начинало, республика бюджет он 8 миллиардов что он бюджет, представляет правительство это сказать, 76-80% безработицы что он. Это что, школа что он, 400 чем-то, школа что он полностью ремонтирует, а бюджет как векса что он, буржуик что он. А то он выйдет он тарей, он проблемы вопрос решить диать он. Короче, здесь шейн ладо он, инвестор короче шейн ладо он, меценат короче шейн ладо шейн короче да что он. Ну проблему нужно решить так сказать. Так здесь вопрос, хаусер дуе, унанди дуе, حوش عايشات ويدون. حوش عخان يزدون. سنة حوش عخان زار جدون ود يزدون. الشيء вопрос короче يزدون. Короче дон, для этого мы и существуем. Население района должно получать квалифицированную медицинскую помощь. Для этого необходимы больницы, оснащенные по всем стандартам качества, отметил глава региона. Больница находится прямо в центре Дона. Скорые, вожа Дона. Эта больница обслуживает не только Шалинский район Дона. Веденский, Ухар Дона, Нахмова, Быцик, Дона. Прямо в центре, Юднис Арур, Мейнис Арур Дона. Пятница, Ухар, Наху, Вожахул. Вопрос стоял, Дон, если мы делаем затраты, Дон, не лучше бы нам построить там в хорошем месте со всеми удобствами, Дон, поддержку, чтобы у них не было проблем, построить новую больницу. Шалинский район – один из самых благоприятных для развития культурной среды, отметила министр культуры Айшат Кадырова. Много чего уже сделано. В будущем появятся новые культурные объекты. На 136 тысяч человек в районе 27 культурных учреждений, и это и библиотеки, и дома культуры. Библиотека хороший книжный фонд, но мы планируем его увеличить и сделать более современным. В следующем 2022 году запланировано переоснащение Центральной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Ведется строительство сельского дома культуры в селе Автуры. В соответствии с федеральным стандартом общая потребность составляет 15 учреждений, 4 дома культуры, 1 библиотека, 2 парка, 1 музей и 7 школ искусств. Вообще видно еще, что как решить проблемы Министерства культуры или бюджет республики, или федеральный центр из чтобы соответствовал нормативам проводить стяду хажа предложение, что вместе и что должна строить республика, что должна строить федеральный центр, трейдоч авош воды душен хауса Шалинский район тахан хал по именно направлению культуры, дом культуры, дворец культуры, и халах мендагдо метафа зимзали и ремонтные чудо что мероприятия инчена человек самоадол школ معي دول يستعدون تيجا هنس دونا يوك دورس كولتور يودون دا كاجي دونا любой дом культурный мероприятие провести еще даст ну акцент дона ወይ театр такая библиотека дон такая библиотека книжный фонд даст он из стяхтвацарал дона стядон бодица вот дон аж дон инициатив есть сарычи дона что вы дона Штреб десять что ваха старом when от футбол мода диаси Яковлев мяч то накуш а иштвул да стон вот стон вот да вот дальше то как зависит до посос блоку до когда на вас иду ну результат что Поднимались и другие актуальные вопросы. Один из них – перепись населения. Каждый гражданин страны должен ответственно подойти к этому вопросу и участвовать в переписи, сказал глава региона. 15 октября стартовала перепись населения. Президент стал пример деятельности, Масарадон, участвует в Диздон, Масанадон, довести до вопрос, вопрос, Затронули эпидемиологическую ситуацию в республике. В регионе, как и во всей стране, наблюдается рост числа заболевших COVID-19. Рамзан Хаджикадыров призвал население серьезно отнестись к ситуации и напомнил о важности вакцинации и соблюдения мер профилактики. 2 недели назад и на сегодняшний день ситуация ухудшилась, так сказать. Если 2 недели назад поступившим был
34 человека за сутки, а уже сегодня за 70 человек. Так, уже не только у нас, даже в России рекордное количество заболевающих, будет смертностью, вакцинацией. Это не 100% решение вопроса, но если количество будет больше, вакцинированных, и в том числе поступает и вакцинированные тоже. Ну, когда их лечат, больше есть возможность спасти их. Индийский штамм, серьезный юд, не всегда вакцина помогает в этом штамме. Вакцинация истя, маск-лидер, общественные места, дошел халдон, лердер, и юван щелущу, как всегда, осенний, весенний период, аллергические заболевания, простудные заболевания, и иммунитет, зима, гелмаялем, ковид тоже дополнительный, а вакцины, переболеть, случай был, وحوصل مسألة должны пересмотреть вопрос. Особое внимание Рамзан Хаджи Кадыров обратил на ситуацию в лесном хозяйстве. Он выразил недовольство санитарным состоянием лесов в районе и потребовал в ближайшее время исправить ситуацию. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев, Азан Идрисов и Аслан Висхаев. При содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Грозном состоялась встреча главы Чеченской Республики с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. В ходе встречи Рамзану Хаджи Кадырову был представлен и новый начальник управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александр Лукашук. На этой должности он сменил Руслана Личхаджиева, который был избран депутатом Госдумы. Лукашук имеет большой опыт работы в дорожной отрасли. Глава региона выразил уверенность, что с новым руководством управления удастся выстроить эффективное взаимодействие. Также стороны обсудили строительство дороги в объезд Грозного, соединяющей две федеральные трассы Р-217 и Р-215. Кроме того, говорили о строительстве 8-километровой автодороги в Шатойском направлении, где пролегает популярный туристический маршрут. Рамзан Хаджи Кадыров отметил, что тесное сотрудничество Росавтодора и Чеченской Республики будет способствовать комплексному развитию дорожного хозяйства в регионе и отразиться на благополучии населения. Спасибо за такие дороги. И у нас строится обходная дорога, долго не решалось, но все-таки приняли решение. Я думаю, что вместе закончим. И наш заместитель председателя правительства курирует это все направление, но есть взаимодействие, взаимопонимание, и абсолютно никаких проблем не было и не у нас, и все главные субъекты подчеркивали единственную структуру, которая работает качественно, своевременно, даже несмотря на то, что много работы, не нарушает график. Рамзан Хаджи Кадыров вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Ежегодный рейтинг составил Королевский исламский центр стратегических исследований Иордании. Глава региона – единственный россиянин, которого издание с 2009 года включает в каждый список. В тексте отмечаются большие заслуги главы Чеченской Республики в распространении ислама, в том числе через проведение больших международных исламских конференций. В селе Джейнчу Галанчожского района открылась новая джума-мечеть. Она построена из горного камня в традиционном чеченском стиле. Святыня вмещает 50 человек и названа в честь пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. На торжественном открытии собрались представители Тайпа-Джей. Подробнее в материале Абдуллаха Батаева. Представители Тайпа-Джей собрались в своем родовом селе Джейнчу. Здесь они построили джума-мечеть вместимостью около 50 человек. На ее возведение ушел ровно год. Эта небольшая мечеть возведена в традиционном чеченском стиле. Она расположилась посреди высоких гор. Святыню построили рядом с дорогой, чтобы каждый проезжающий смог остановиться и спокойно совершить поклонение Всевышнему. Собравшиеся совершили дневную молитву, после чего прочитали священный мавлид. وقعت أنا قلمت كياس قورني بعقله بس وين ما شيء تايبان شيء بعينشنا قيتشنا دول ديشنا عشان وصل ديدر حلوة شولشنا وصل ديدر يا دار إيش برتا خلاص يقع
Мечеть назвали именем лучшего из людей пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Символично, что открытие приурочили ко дню его рождения. Глава Чеченской Республики уделяет большое внимание восстановлению малых сел, благодаря чему в таких местах появляется новая жизнь. Прокладываются дороги, реставрируются объекты культурного наследия и возводятся мечети. Абдулла Батаев, Арби Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова подарил по 100 тысяч рублей родителям мальчиков, появившихся на свет в день рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Всего их по республике в этот день родились 67. Министр здравоохранения Чеченской Республики Ильхам Сулейманов и заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Хошбау Дедаев посетили республиканский перинатальный центр. Здесь конверты с денежной суммой от фонда получили сразу 25 матерей новорожденных. Такую акцию благотворительный фонд проводит ежегодно. Соғыч дайтна, дәртер үші саға дойла, дәла оймасери икенти дұқубақ бойлық. Дәрес хорамзан хажина аймани несиевна тратер горилна лаврим парна ахчдал обалсах дойш. Приложение Куран Маджид удалили из App Store по запросу китайских властей, а в Саудовской Аравии сняли ограничительные метки для прихожан главной мечети Аль-Харам. Об этих и других новостях из жизни мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Властям Китая удалось добиться удаления популярного приложения Куран Маджид из Apple Store. Это пособие по изучению священного Корана. Данное действие было оправдано тем, что в программе якобы имеются запрещенные тексты. Сами представители Apple заявляют о том, что вынуждены считаться законами той или иной страны, даже если они противоречат их политике. Важное событие в жизни мусульман отметили в Йемене. Десятки тысяч людей заполонили улицы и площади для вознесения благословений лучшему из творений пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Также Союз йеменских ученых назвал Мавлид ан-Наби одним из глобальных событий, объединяющих всех мусульман мира. Власти Саудовской Аравии сняли некоторые ограничительные меры, связанные с заболеваемостью коронавирусом. Так, к примеру, в заповедной мечети убрали все разделительные метки, что позволило верующим совершать намаз, не прибегая к дистанцированию. Тем не менее, в святые места будут пропускать лишь тех, кто прошел полную вакцинацию. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан признана мусульманкой года иорданским изданием. Такой чести она удостоилась благодаря твердому соблюдению предписаний ислама, несмотря на занимаемую должность. Мало того, что Самия – первая женщина-мусульманка, избранная на пост главы государства, вдобавок к этому еще и строго носит хиджаб. В Соединенных Штатах Америки отстранен от работы преподаватель университета Монтаны Роб Смит за нелестные комментарии о мусульманах и женщинах. Решение о временном отстранении поддержало и большинство студентов, в частности тех, кому были обращены его слова. За содеянный Роб извинился, но от сути сказанного не отказался. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Водитель, остановись! Незрячий переходит дорогу. Буклеты с таким напоминанием раздаются в рамках акции «Слепые пешеходы». Таким образом, активисты хотят привлечь внимание общественности к тем, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Ее проводит Республиканская библиотека для слепых совместно с ГИБДД. Подробнее в материале нашего корреспондента. Уважаемый ребенок,
пишет тебе детский писатель. Мадина Кадырова не видит с раннего детства. После многочисленных обследований девушке поставили диагноз – атрофия зрительного нерва. Однако руки опускать она не стала. Сейчас работает в республиканской библиотеке для слепых. Говорит, работа интересная. Книжки именно побрали, книжки, что прислать, что она. А с флешки язю побрали. Интересно, волнага, отец почар ходит, что они бакани школы читать, что интересно ходить, иногда пообщаться. Да, я сюда хасрет книжки шеша, и что дурос. Аудиобиблиотека Ютра онлайн. В свободное время Мадина любит изучать Коран. Главный помощник в жизни Мадины и других незрячих и слабовидящих – белая трость. Это зеленый свет светофора для них и предупредительный знак для тех, кто за рулем транспортного средства. Если она поднята, водители должны остановиться даже в местах, где нет пешеходного перехода. В рамках акции «Слепые пешеходы» на дорогах провели эксперимент. Мы надеемся, что эта акция привлечет к себе внимание общественности, как можно большего количества людей, и тем самым наши незрячие читатели могут безопасно переходить дорогу. В рамках акции работники Республиканской библиотеки для слепых совместно с ГИБДД раздали и информационные буклеты водителям. Для водителей, не знающих о правиле белой трости, сотрудники ГИБДД объясняют прямо на дороге. Если он подает просто знак белой тростью, что он слепой пешеход, вне зависимости пешеходный переход, зоны не пешеходного перехода, обязательно выдавать. Белая трость стала лучшим другом и для Рустама Мальсагова. Зрение он потерял в 20 лет. До этого активно занимался спортом, а сейчас тоже работает в библиотеке для слепых. По словам мужчины, вначале очень стеснялся идти с тростью по улице, однако сейчас для него это настоящий путеводитель. Когда я забиваю маршрут на GPS-навигаторе и прихожу в пункт, куда мне нужно дойти, все равно при помощи трости мне нужно найти ступеньки, вход к этому зданию или учреждению. Вот. То есть на ощупь, да? Да, на ощупь я больше отталкиваюсь от бордюров. Для того, чтобы поймать ориентир, смотришь по бордюрному камню и определяешь направление, траекторию своего движения. Второе место из органов осязания, которые помогают нам взаимодействовать с окружающим миром, это слух. И вот слух берет на себя всю, можно сказать, нагрузку. И вот сейчас, даже общаясь с тобой, я слышу полностью все, что происходит. Я слышу направление машин и могу себе представить, как расположена дорога. Месяц белой трости начинается 15 октября и завершится 13 ноября в Международный день слепых. Этот период служит напоминанием обществу о внимании к проблемам инвалидов по зрению и солидарности с ними. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. Поздравления получают те, для кого кулинария – это профессия, призвание или любимое увлечение. Одна из них – Лилия Мирзаева. Посвятить свою жизнь искусству приготовления пищи она решила еще в детстве. Сегодня Лилия работает поваром в детском садике. О том, как она встретила свой праздник, узнавала Изабелла Хамурадова. Этот день начался не как обычно. Вместо игр ребята замерли в ожидании виновников торжества. У поваров профессиональный праздник. Здравствуйте! Их рабочий день начинается раньше, чем у всех. Ежедневно они готовят малышам вкусную еду. К приготовлению блюд Лилия и Лейла подходят с душой. Тогда и еда приобретает особый вкус, уверены повара. Наш рабочий день начинается с завтрака. В завтрак входит у нас каша манная, хлеб с маслом и какао. На праздники детям дают котлеты, мы готовим, пюре, блинчики. А вот как сами дети отзываются о еде. Я когда прихожу в садик, самую вкусную кушаю кашу. Я люблю на обед кушать суп, молочный суп, и он очень вкусный. На садике очень вкусно готовят.
Ароматные запахи, стук ножей и пар из кастрюль. Сразу после завтрака повара приступают к готовке обеда. Тут у нас варится перловая каша. Мы ее сперва тщательно моем, затем солим, заливаем кипятком и ставим на плиту. Дальше тут у нас зажарка. Мы ее жарим. Вот. Лилия мечтала стать поваром с самого детства. Чтобы еда получалась вкусной, важно не только знать рецепты, но и любить свою работу, уверена она. Мне нравились дети. Именно маленьких я сильно любила. Поэтому всегда маме говорила: мам, я буду работать в детском саду поваром. На кухне всегда слишком много работы и мало времени. Профессионалы выполняют все задачи быстро и качественно. Повар должен знать, как правильно сочетать, готовить и хранить продукты. Тут у нас хранятся макаронные изделия. Тут у нас рожки, вермишель. Вот у нас разные сорта тут. Дальше тут у нас фасоль, соль, лавровый лист. Дальше у нас идут крупы. Вот разные: ячневая, пшеничная, манная. Работа повара в детском саду не считается престижной или с высоким доходом. Это все же не ресторан, но для них благодарность малышей – самая большая награда. И обед, и завтрак, все у нас готовят наши лучшие повара. Детям все очень нравится. Дети даже просят добавку. Все готовится с соблюдением всех норм Санпина. В связи с праздником Дня повара нам всему коллективу очень хочется поздравить наших поваров. Они очень добросовестные, у них высокий профессионализм, они знают свое дело, и поэтому мы смело доверяем наших детей нашим поварам. Умение готовить вкусно, аппетитно и оригинально – это настоящее искусство. Если верить поговорке «мы то, что мы едим», получается, профессия повар одна из главных. Потому что от рациона еды зависит здоровье, настроение и много других факторов, оказывающие влияние на нашу жизнь. Изабелла Хамурадова, Азан Идрисов и Аюб Шахидов. Неделя. 15 октября по всей стране стартовала всероссийская перепись населения. Она проводится каждые 10 лет. В прошлом году ее было решено перенести из-за пандемии, которая, впрочем, никуда не делась. Но зато изменился формат. Перепись стала цифровой. На сегодняшний день в Чеченской Республике переписано более 15% жителей, продолжит Хеда Саламова. Всероссийская перепись позволит узнать точную численность населения страны и условия жизни. На основе полученных сведений государство вносит корректировки в данные о рождаемости, смертности и миграции. В последующем это поможет эффективно выстраивать социальную политику, например, при принятии решений о строительстве школ, детских садов и больниц. На сегодняшний день проделана колоссальная работа по подготовке к всероссийской переписи населения. Сформированы электронные карты, загружены в планшеты переписчиков. Также сформированы все списки адресов Чеченской Республики. Подобран переписной персонал, около 3000 человек, из которых 2,7 тысячи являются переписчиками. За 10 лет поменялся и подход к переписи. Если раньше переписчики вносили данные в бумажные переписные листы, то сейчас все в цифровом формате. По мониторингам у нас, например, мне сегодня даже сказали, самый лучший показатель. Люди очень хорошо встречают, очень хорошо отзываются об этой переписи. Мы с ними работаем, идем в контакт. Прямо люди замечательно отвечают на наши все вопросы. И надеемся эту перепись закончить точно таким же темпом. И перепись пройдет хорошо и качественно, я так думаю. Всероссийская перепись стартовала 18 октября. Переписчики с самого утра обходят адреса. На каждого приходится порядка 10 домов в день. Линейный один мой дом, да? Фамилию, Хуюшу. Узнать переписчика и отличить его от мошенника можно по специальной экипировке.
жилет с логотипом всероссийской переписи, сумка для планшета и, конечно же, сам электронный гаджет с личным кодом. Если переписчик не застает никого дома, он оставляет в почтовом ящике буклет со своими контактными данными. Гражданин, созвонившись, может договориться об удобном для него времени. Процесс переписи займет в среднем 20-25 минут. Удобно, легко и без лишних хлопот. Всероссийская перепись населения страны впервые проходит и в онлайн-формате. Заполнить переписной лист таким образом смогут порядка 100 миллионов граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учетную запись на госуслугах. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России отмечают, уже более 5 миллионов человек воспользовались этой функцией. В стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция отмечается во всех субъектах России. По словам специалистов, эпидситуация требует максимально быстрого реагирования и принятия мер. В Чеченской Республике для недопущения распространения инфекции применяются все необходимые меры. Теперь посещать культурные и общественные места можно только предъявив справку о вакцинации, перенесенной болезни или медотвод. При этом носить защитную маску рекомендуют всем. О ситуации с коронавирусом в регионе узнавал Мухаммад Джамалулейла. Смотрим сюжет. Чеченская Республика – лидер по вакцинации от коронавирусной инфекции по всей стране. По последним данным, в регионе от COVID-19 привито практически 90% жителей от запланированного 80% взрослого населения. При этом среди возрастной категории 60+, вакцинировано свыше 96 тысяч человек, что составляет 70%. 18 июня было принято решение о проведении укрепленной диспансеризации, которая проводится в 2 этапа. Значит, в 25 пунктах по Чеченской Республике организациях проводится первый этап, и в 3 второй этап углубленной диспансеризации. Надеюсь, что нам удастся выполнить эту работу и выявить, так скажем, тех пациентов, которые, перенеся ковид, рискуют получить тромбоэмболию, ишемию, инсульты, другие заболевания, гастроинтестинальные заболевания. Все то, что сейчас изучено и о чем активно говорится медицинским сообществом в плане рисков для этих пациентов. Сейчас по всему миру ожидается 4-я волна коронавирусной инфекции. Общая картина в России крайне напряженная. Для недопущения роста инфицированных в Чеченской Республике введены QR-коды и обязательное ношение масок в местах скопления людей. Сегодня, благодаря тем мерам, которые глава республики Рамзан Ахматович предпринимал и в прошлом году, и постоянно держит этот вопрос под строгим контролем, у нас картина достаточно такая стабильная, но эта картина, которая в целом в России происходит, это для нас очень серьезный сигнал. Ранее по поручению главы республики мы знаем, что в республике особый акцент делался и делается на вакцинацию населения. Сегодня Чеченская Республика по проценту вакцинированных находится на первом месте в Российской Федерации, но это не снимает с нас так называемый риск. Люди должны знать, что вакцинация – это хороший уровень защищенности, но он 100% не защищает от этой болезни. И сегодня, конечно, мы просим населения, чтобы они ограничивались от так называемых мест массового скопления людей. По словам специалистов, при первых симптомах коронавирусной инфекции необходимо обратиться в ближайшую поликлинику, а не заниматься самолечением. Это повышение температуры, насморк, ломота и, самое главное, одышка. Возможно, это будет звонок. С вами свяжется ваш участковый терапевт. Осуществляется выезд врача на дом и последующие действия врача, в зависимости от ситуации. Махти Гацаеву уже 68 лет. Из-за медотвода он долгое время не мог пройти вакцинацию. Наконец, получив разрешение, он пришел во вторую поликлинику Грозного. Меры предосторожности обязательны как для вакцинированных, так и для тех, кто еще не успел пройти иммунизацию. Пациент после вакцинации выжидает примерно 30 минут в поликлинике. Для чего? Чтобы посмотреть ранее какие-либо осложнения. Чаще всего это аллергические реакции бывают. Это первое. Второе, когда пациент уже уходит домой, мы ему объясняем, что, во-первых, он не должен принимать какие-либо водные процедуры.
Это бани, сауна, то есть тепловые процедуры. Из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 по всей стране принято решение ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Указ подписал президент России Владимир Путин. А регионы, где ситуация более напряженная, могут объявить выходные уже с 23 октября. Мухаммад Джумал Лейлам, Азан Идрисов, Асан Исхаев. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.